ТВ. Продолжаются европейские гастроли балетной труппы театра имени Мусы Джалиля. Артисты уже выступили во Франции и сегодня покоряют публику Германии. Завершится турне 1 февраля будущего года в голландском городе Шейдам. О том, влияют ли санкции Евросоюза на элиту российской культуры, во второй части специального репортажа Дмитрия Пивоварова. 500 километров, и вот мы уже на окраине Лиона, вернее, в одной из ее значимых частей. Амфитеатр, что у меня за спиной, это большой концертный зал на 2200 мест. Это один из районов конгресс-центра Лиона. Здесь проходят деловые совещания, решаются судьбы человечества и выступают звезды мировой эстрады. Это и многофункциональные площадки для проведения зрелищ любого толка, куда, выражаясь техническим сленгом, балеты могут встать полностью, с набором декораций и всеми атрибутами, работающими и в родных стенах, то есть в Казани. Кстати, на прокат спектаклей с Татарстана не влияют никакие экономические и политические санкции. Самый многочисленный творческий месяц, а это январь в королевстве Нидерланды, закрыт полностью, без каких-либо сокращений. Французская публика делает упор на свои родные материалы, будь то балет «Дамы с камелиями», «Капелля», «Тщетная предосторожность» или «Жизель». Я помню, когда «Тщетную» мы возили, вообще это был фурор. Не знаю, люди, по-моему, из кресел просто выпрыгивали в конце спектакля. Ну, здесь в основном больше всего, наверное, любят свои спектакли, более такие игровые. Мне кажется, нет никаких секретов. В принципе, публика, она везде одинаковая. И ответственно подойти к своей работе, к спектаклю, подойти в оптимальной форме, в том числе физической, поскольку спектакли требуют много энергии. Второй по величине после Парижа Лион и величественный Страсбург, где можно встретить и атрибуты надвигающегося Рождества в виде уличных ярмарок, остаются позади. На очереди районы Большого Парижа, где живет весьма благодарная и воодушевленная публика. В культурном центре симпатичного города под названием Ер сегодня 29-й спектакль в месяце. До приезда казанской труппы здесь уже выступали такие звезды, как Серж Лама или, например, актриса комедийного жанра Жюзян Баласко. Вообще же Ер славен своими традициями и фамилией французского импрессиониста Гюстава Кайбота, который работал здесь в 19 столетии и написал свыше 80 работ. В этот город приезжают и наши старые знакомые Лилиан Сосса с мужем Николя и Франсуаза Бернар с мужем Мишелем. Лилиан и Франсуаза бывали в Казани вместе со своим хором «Шантевер», а в прошлом году группа из Казани посещала Сессон. В Казани у нас немало друзей, мы сохраняем контакты. Я многое видела в вашем городе, также была на балете «Шурале». Мне все понравилось, я обожаю этот балет, это чудесный спектакль, актеры очень молодые и динамичные. На автографы. Везине – предпоследняя точка французского гастрольного блока. Театр этого района Парижа хранит память о выдающемся режиссере и актере Жане Луи Барро, которого старшее поколение наверняка вспомнит по классической ленте «Дети райка». Актер работал в этом театре. Мне даже нравится дышать этим воздухом. Я уже не говорю о каких-то соборах, каких-то музеях, естественно. Он меня очень вдохновляет. И как бы это, естественно, выражается все в творчестве, потому что именно вот я считаю, что этот город, он меня вот действительно, он меня подпитывает энергетически. Париж встречает казанских артистов теплой погодой и особым воздухом, воодушевляющим на творчество. Кто-то прогуливается по улочкам столиц, а наш экселленс-дуэт Кристина Андреева и Нурлан Канетов отправляется на кладбище Монмартр. Здесь у подножия холма с одноименным названием на севере Парижа покоятся представители богемы и те персоны, вдохновившие развитие
мирового балета, композиторы, скульпторы, артисты Эдгар Дега, Жак Оффенбах, Лео Делип, автор капеллии, или балерины Людмила Черина или Фанни Черитто. А это уже словно оживший балет про даму с камелиями. На мгновение Нурлан Канетов словно превращается в Армана и бросается к могиле своей возлюбленной. Знаменитая куртизанка Альфонсина Дюплесси или Маргарита Готье покоится здесь. Еще один балетный кумир, выдающийся танцовщик Вацлав Нижинский. Памятник артисту выполнен в образе Петрушки из одноименного балета Игоря Стравинского. Теперь я уже точно могу знать, и, вернее, ощутить вот это вот состояние, которое я испытываю на спектакле. То есть мне очень, я думаю, что мне поможет. Я люблю вообще историческую Францию. Мне нравятся здесь скульптуры, мне нравится архитектура здесь. Сам Париж вообще в целом город очень такой вдохновляющий. И я люблю прогуливаться здесь, когда есть такая возможность. И вновь переезды и километры дорог. Погода еще радует своим хорошим отношением. Собственно, это ощущение самое главное, что объединяет европейские точки соприкосновения балетной труппы театра имени Джалиля и благодарную публику, которая бронирует места на спектакле с участием татарстанских артистов на будущие годы. Мы строим, конечно, долгосрочные планы на работу. В частности, на сегодняшний день у нас есть ясность по гастролям, примерная ясность по гастролям до весны 2017 года. По мере продвижения тура мы получаем большой успех. Несмотря на то, что в парижской Гранд-Опера идут и Жизель, и Лебединое озеро, и Щелкунчик, французы чтят свою историю балета, историю танца, а потому и ходят на выступления артистов Татарстана. Дмитрий Пивоваров, Андрей Гусев для телеканала «Эфир».